Чё язык поменялся?
Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артем. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральных, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Странно. Тут, наверное, жопа. Поэтому закрылись. Черт! Блин, я же говорила. 5-й, прием! Андрюха! 5-й на связи. Тушите там свет в тоннеле. Считай, они покойники. Есть. О, нет. Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Окей. Да какой-то чужой. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артем, помоги открыть! Как? А, где? Hello. Да, это уже Last Light. Эх! Да, мы прошли этот 33. А Ой, паутина-то 2033. шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Я думала, я буду очень долго на самом деле проходить. Они уже близко! Постой, Артем, не торопись. Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. И что делать? Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке. Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Поехали. Сбежали, короче, с тюрьмы. Освободили там этих пленных, кто там был. Какого... А чё мы не едем? Почему встал? Включай фонарь и не вздумай вырубать ни на секунду. Это хранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Что, сейчас огромный паук появится? О, тут еще Услышали крыша нас, открыта. суки? Блин, крыша Черт, открыта. в самое логово попали! Да сколько их тут? Что это? Господи. Уцепился! Тёма, жги его фонарем, давай! Жгу. Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь!
Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться. А. Да, быстро проходишь, сталкера случайно не... А насчет сталкера не могу сказать. Как там, кстати, стрим не лагает? Нормально все? Потому что в прошлый раз на ютубе какая-то проблема была. Что-то на Твиче, не знаю, что как-то это непонятно. Ладно. Насчет сталкера не могу пока сказать. Айда за мной! Мне бы эти пройти. Вот эту часть, потом третью. Ой-ё! Это что такое? Артем, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Да что, придется нам постоянно прокачивать фонарик? Так, сюда! Ща, погоди. Мост! Про него я слыхал. Подожди. Театральная недалеко. Ну, там убежал, блин. Ва! Что-то тут дохренище их. Какие-то пролаги есть? Блин. Я вот не знаю, что делать. Первая часть вроде нормально была, со второй что-то проблема какая-то. Высоковато. Их! Не дрейф, Артем, прыгай! Ой. Двинули! Что я взяла? А, патроны. Ну как сюда? Снова они! Артем, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артем, давай сюда, подсоби! А. Стою, блин. Жду. Опа! Чё это? Да ладно. Ты серьезно? Оп! Ни хрена себе. Тебе, может, в цирке надо Айда за выступать? Вагон! Теперь вали его! Как пузо покажет, сразу пулю туда! Да зачем патроны тратить? Давай, я подсажу! А, тут можно было еще свет включить, оказывается. Привет, привет. Они внутри! Артем, руку! Эх! Да, у меня игра идет плавно, ничего не лагает. Я не знаю, почему на стриме так. Скорее! Может быть, этот поправить опять. Битрейт, не знаю. Чё, как дела? Я не знаю, что же делать. Ой, что-то... Ой, поставить. Если так сделать... Ноги в руки!
туда! Ау! Готов? Пошли! Артем, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Быстрее! Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут. Все, пойдем. Артем, Чё, пойдём? погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три, елочка, гори! Ладно, двинули! Черт! Артем, не отходи от меня! Надо же посмотреть. Отвали, гадина! Давай! Где? О, Господи. Что, сюда? Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Я понял. Когда меня спрашивают, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Мы — это я и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, отвечаю я. Я вру легко, потому что слов моих не проверить. Моих друзей больше нет. Многотонные створы ворот сдвинулись с места и поползли со скрежетом, открывая нам дорогу преисподнюю, а демонам путь в метро. На самом деле все началось в другой день, в день, когда мама предложила ехать гулять в ботанический сад на метро. Помню, как поднималась... Что там? Ладно, помню, как поднимались по эскалатору наверх, как выходили из просторного павильона на зеленую улицу, как летели легкие облака над моей головой, и как дышал мне в лицо... Ой, блин. Чего? И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро. Убереглись от него от его гневных очей. И ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами или умер. А нас забыли на использованной и выброшенной земле, и мы полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей, и не могу вспомнить главного, маминого лица. Она умерла почти сразу после войны, как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд, вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу был готов за это отдать. Я и отдал. В «Ходячих мертвецах» таких лагов не было, странно. В первой части вроде тоже не было лагов. Я не знаю, почему здесь так.
Ни разу патроны не потратил. А что это такое? А? Это типа коконы открываются? О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной! Всё? До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артем! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Мороженое. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь — по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. С тех пор, как мы оказались в метро, я поднимался на поверхность всего несколько раз. Радиационный фон там слишком высок, и слишком частые вылазки оборачиваются для смельчаков смертельными болезнями. Наверху всегда надо быть начеку. Загрязнение неравномерно, и есть места, где убийственную дозу облучения можно схватить за несколько минут, а кое-где можно было бы даже жить, если бы не чудовище и не тоска. Без дозиметра... Чего? И противогаза одно от другого ни почем не отличишь. А без противогаза на поверхность не выходит вообще никто. Когда-то мы были хозяевами земли. Сегодня, хоть я и помню тот летний день в ботаническом саду с мамой, мне уже почти не верится, что все это случилось со мной на самом деле. Не верится, что раньше я жил в одном из высоких домов и каждый день мог смотреть на небо. Кажется, метро всегда было моим домом, и все же я скучаю по потерянному миру. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. А вот и сталкеры. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Но ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья.
Что, у нас маски не было, да? Что я забыла уже. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Нечего тут рассиживаться. Айда дальше. Ща. Надо же все осмотреть. Ну что, пошли дальше? Пойдем. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стрелянный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Что это было? Ого! Вот это да! Я нечаянно Слышал я про это место. На И тут посадку уже катсцена заходил, началась. когда рвануло. Видишь здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь и обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Типичная погода. Когда дома сидишь, типа это. Ой, мамолет, самолет. Там будет сильная сцена. Самолет, зайди. А, да? Сейчас зайдем. Я вспомнила этот момент, типа, когда дома сидишь, погода такая вроде хорошая. Ой, надо, наверное, пойти погулять. Оделся там посвободнее, так футболка, там джинсы, все такое, потому что, ну, на улице же хорошо, вроде солнце светит, жарко, а потом выходишь, а там дождь начался. И все, и все облаками вот так занесло, резко все это облачно, темно стало, дождь, ливень, холодно. Если в самолет зайти. Ой. А что здесь? Здесь, да? Пули лежат. Блин, он там орет, а я тут хожу. Что такое? Вон и переход, давай туда. Смотри, чтоб фонарик был заряжен. Прикрывай меня и поглядывай по сторонам. Ну, пошли потихоньку. Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз. Только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! О, сейчас, кажись, блевану. Старайся идти потише. Тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Ай, нога уснула, блин. Пробей служебное помещение. Да что ж такое-то? А что здесь? Ничего нету, да, больше? Патроны-то. А, вот еще фильтр. Так, здесь ничего, да?
Ничего себе. Блять, сука. Ага, вместо револьвера получается. Так, все, да? А у это что? А у меня такая... Не, у меня такой пушки нет. А, нет, не вместо револьвера, а вместо ублюдка взяли. А это что? А, это вот как раз таки он. Ну, наверное, пусть будет этот. Я не знаю. Пусть, короче. Что лучше, ублюдок или револьвер? Ладно. Револьвер взял. Ну ладно, пусть, короче. Что случилось? Ты в крови весь. Да. Артем, стой! Пригнись! Что такое? Ты чего, сдурел? Теперь держись! Блять. Ой, тупая. Что-то это плохое было, да? Ой, не туда стрельнули. Сильно слабый. А если его прокачать? Не по стелсу. А что-то я прям так вырвалась вперед. Что-то вообще прям. Так, с этих хватит. Куда теперь? Давай-ка поищем проход через самолет. Ладно, пойду возьму револьвер. Ой. Ну что, пошли дальше? Ага, сейчас. Где это? Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Давай к аварийному люку. Попробуй открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артем, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Ой, ё. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Ага. Галлюцинации какие-то. Артем, что это было? Живые, смотри, они живые! Тут так много хороших действий делается. Красная линия — одно из самых больших и мощных государств метро.
Оно занимает почти целую ветку, но сколько я себя помню, красные всегда говорили, что цель их построения коммунизма во всем метрополитене, возрождение погибшей державы, построенной на равенстве и справедливости. Правда, независимые станции боятся красной линии, как как черт ладана, а значит, без крови красным державу не возродить. Державу не возродить. Да, красные совсем не ангелы, но то, что творят фашисты, настоящий ужас. И я рад такому союзнику, как Павел, пусть он и красный. Что такое? Это еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка У нас была? ЧП. Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже Толя, диспетчерской. падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! Толя! Господи! Толя! Да что же это творится? В руки себя возьми. А это не в тот день, когда мы... Без паники. Сядем. Точно сядем. Мама! Что? Где? Душно мне! Душно! Дым! Гарь! Дышать нечем! Мама! Мама! Что? Где? Маску-то сквозь надел. Это не тот был день, когда ракету мы пустили? И этот самолет упал. Артем, спасибо. Если б не ты, я бы и задохнулся там, как остальные. Какая ты звук? Давай Капец. убираться отсюда. Срежь его! Я знаю. Чёртовы демоны! Будешь должен! Ну что, цел? А, Пошли, мы уже почти понятно. на месте. Вроде все. так, я вперед него тогда бежать не буду больше. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Вход на театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Ну, давай быстрее, беги сам. А то я сейчас опять, блин, чуть не то сделаю, когда от Давай тебя сюда! буду бежать. Давай! Руку! Ногу! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Беги! Скорее! Они не отстают! Да беги! Скорее! Беги! Я по нему прям бегу. Открывайте! Скорее!
что такое? Это заставка? Охренеть. О, жесть. Ёлки-палки. Жареную крысятину не так хотите? прыгулочка получилась, а? Сфоткали еще. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Там, где пилот кричал «Тяни на себя», другой «Не хочу умирать, мама». Это было 22 августа 2006 года под Донецком. О. А это прям реально было? Ну, имеется в виду вот то, что вот. Или это просто они переозвучили? Просто если они переозвучили, то это понятно. Просто там мужик какой-то безэмоциональный был. Второй. Извиняйте, время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. То-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Большой Над нами группой идти большой надо. театр. Честь. Кто из артистов жив, Так все что, тут. отменяется Дают выбор? представление. Со Позже всего пойдем. метро народ едет. Надо людей набрать. Вы, мужики, А кого слушать-то? Скоро подойдут и Те погонят говорят. тварей. Бордель? Где? Они нас и здесь найдут. Найдут. Вот? А тогда все пропало. Это бордель? Меня по новым методам. 2 сантиметров не хватает. Кто в армию запишется, признают человеком. А лишние рты на улицу. Подумаешь, 2 сантиметра. Тебе хорошо говорить. Тебе 2 тьфу. Записался в армию и образцовый ариец. А иждивенцев и за меньшее вешают. Ох, и надоели мне твои истерики. Надо было и вправду в армию записываться, а не с тобой бежать. Помните, игра такая была? Чукча в большом городе. Все. Как и договаривались, 2 состава. А как там наши из первого? Решили уже вопрос? Куда там? Ждем ответа. Начальника уже плешь проели, но что поделаешь? Так может вы, пока там решают, нас пустите? Я еще, кстати, хотела этот поиграть. Ядерный титбит. Может, помните такую игру тоже? Российская. И то, что вот она делалась на калькуляторе, теперь она никак не идет вот на новые компьютеры, на современные. То есть я пыталась установить, но там вообще такие прям махинации надо делать. Не пойдет. Не можем. Начальник запретил, да вы Руки бы оторвать тому человеку, который создал этот квест в этом, в плеере, муви-плеере, где видео, блин, смотрят люди. Ну хоть детишек. А родителей тут оставить? Нет уж, лучше подождите все. А первую группу же пустили? Да куда их пустили? Сидят на запасном пути. Вас хоть на платформе оставить решили? Есть где размяться. Понятно. Значит так, вопрос с нашим размещением решают. Пока сказали ждать. А как же дети? Им же отдохнуть Даже надо. это новые Сколько нам сумки здесь ждать? модные, Баленсиага. Да, сколько можно? Я больше не могу. Кстати, вот так вот, как они выглядят, сейчас модно становится. Сказали ждать, Нынче. значит ждать. Нынче Сколько вот нужно? стиль бомжа очень модно стало. Я еще просто сужу по последней фотосессии Кайли Дженнер. Она там вообще вся такая грязная. Вещи такие все грязные, как будто она там это в луже повалялась. И там это типа там студия называется Acne Studio. Все так круто, так это модно, стильно, молодежно. И все такое грязное, вот как вот здесь вот. Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Так что вот
вот это вот, в чем они одеты, это все почему? это, Баленсиага вот Почему именно мы? делает. Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы всех соседей пересидим? Нет, там скоро один фюрер останется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Отдышись, успокойся. Все хорошо. Все уже хорошо. А расклад у нас такой. Соседняя Начальник станция, сейчас площадь занят, революции, подождите. наша, красная. От нее до полиса 2 шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать, и хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. А кто решает? Что, так трудно нас или принять, и отправить дальше? Решает руководство. Мы уже послали запрос, подождите. Какой еще запрос? Вы же независимая станция. Вы же здесь руководство. Какой надо запрос? На красную линию. Вы понимаете, о чем я? А, вот оно что. Вот кто тут главный. Именно так. И в ваших же интересах... Погодите, давайте-ка мы потише. Да? Павлу нужно время, чтобы договориться. Граждан других станций на красную линию без особого разрешения не пускают. Государство, которое все время готовится к войне, в любом чужаке видит шпиона, так что у меня пока есть время осмотреться на театральной. Эта станция настоящая легенда метро, почти как полис. Но если в полисе собрались выжившие ученые и интеллигенты, то театральная считается культурной столицей метрополитена. Пулек нигде нету. Денежек. Денежки нету, денежек. Денежки. Опять свиньи. Бедные свинюшки. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Бурлаки. Голы. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши — все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт с два. А почему? Никто не любит правду. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. А они мне, теперь Большой — это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Спасибо. Значит, есть все еще люди в этом мире. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Подайте на покушать. Так только в петлю лезть от безнадеги. Пир во время чумы, значит? И когда ждать гостя с косой? А хоть сейчас.
Вот только выпьем по одной. Да, друг, выпьем. Не проходите мимо. Чисто уши грею, хожу. Ох, и вдруг тут у тебя аж слюнки текут. Неужто новенькая чего сообразила? Новенькое. Какое тут новенькое? Грибы под грибным соусом. Ты руки-то свои не суй, а то половником как дам сейчас по балде. Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витек маской на камень. Демона отогнали, смотрим, лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Мы хоть похоронили его там. Хорошо, место хорошее. Камней много положили. Да, дядя Миш, покажите! Не упустите шанс приобрести. Не проходите мимо. Ух ты, это же демон! Страшный какой, прям Он демон, демон! Вон Вон крылья тоже Маша принесет. Да, нападает! А у меня летчик! Нет, это А он мне взлетает скажет, только. привезет. Папа говорит, он только на взлете когда? так сильно Мне крыльями завтра машет. обещал принести. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша. О, Вообще-то... близнецы. Когда вернется? Пусть будет А, птица. двойняшки. Я буду Правда, себя раньше хорошо были вести. такие птицы. Так мама говорит. Прям такие, как демоны. И злые такие же. Нет, не такие. Красивые, сильные, но меньше демонов. Жесть И тут людей детей. не трогали. Да и другие птицы тоже были. Да. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким длинным носом. Может, упырь? Только уж больно нос большой. Серый, твой папка про таких не рассказывал? Нет. А он и в библиотеке был, и даже в парке. Про медведя рассказывал. А про упырей с такими носами нет. Дядя Миш, это кто? Это слон. Вы же видели их в той Слон? книжке. Я думал, упырь такой. А слоны страшные были. Может, упыри из них вышли? Слоны были очень большие, но просто так никого не трогали. Только если их разозлить. Но уж если разозляться, то могли и растоптать. Точно! Упыри от них! Это ж мамки ихние здоровенные так нападают. Папа говорит, если разбежится, точно затопчет. Надо отпрыгнуть в сторону, а так она и своих топчет. Может, и от них. В зоопарке-то слоны были. Правда, измельчали они как-то, если в упырей превратились. А вот это, что за птица? Это лебедь! Вон шея какая длинная. Я знаю. Она и в книге была. И еще у мамы картинка большая с циферками есть, такой птицы. На стене висит. Вот. Правильно, лебедь. А вы, ребята, чего молчали? Вы же тоже видели и книгу, и календарь у тети Томы. Да я все думал, что это мутант А такой. я тоже. Вроде и похоже на книгу, но в книге же они все не живые. А этот во как шевелится. Ребята, ну постарайтесь представить, что есть еще... Хотя... Ладно, а это кто? Зайчик. Вот это точно жука-паук. Вон как у него жвалы Зайчик или торчат. кролик? Или это он лапу Нет, поднял? нет, это коза. Точно как на картинке. Они у нее ядовитые рога. Она ими хватает. И Света тоже боится. Мама говорит, что рогами коза бодается. Я ее боюсь. Коза страшнее пауков. Они хоть Света боятся. Знаешь, Катя, это и вправду коза. Только она не страшная совсем. И бодаться просто так не станет. Коза? И вообще, это очень полезное животное. Молоко у них очень вкусное. Было. Дядя Миша, а чего вы все таких сложных показываете? Их только Катька знает. Покажите, чтобы и мы ответили. А то нечестно. Да, дядя Миш, покажите. Ну ладно. Уж это-то вы точно Собака. знаете. Ну, кто первый?
Я! Это точно Кикимора! Вон как пастью щелкает, как пряник из норы. Это ясно видно. Эх, ребят. Простите, плохо я показываю совсем. Не могу. Раньше-то хорошо умел, теперь совсем разучился. Простите, дайте передохнуть. А позже я еще попробую. Только вспомню, как же их... Как их показать, чтобы вы узнали. О, книжки. Книжку бы почитать. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил. Кончилась жизнь. Да и черт с ней, хоть гульнул Метательные напоследок. ножи! Это ты хватил. Надежно! Может, мы еще из подручных до сталкеров дорастем? Вожатуха будет. Ладно, я угощаю. У меня дня на 3 осталось. Так, что есть? Мами, ну Видишь, вот это ни вот, наверное. пятнышка, ни царапинки. возьму. Точность гарантирую. Это возьму. Гильзы, конечно, не новые, но сделано на совесть, не сомневайся. А, у меня вот этих. Патрончики хоть и самодельные, но нормальные. Бери. А, у меня этих нету патронов. Ой, оружия. Так, это есть, это есть. Тогда вот это, наверное, продам. Бери, парень. Сила, а не патроны. А что, это же калаш, да? Ну, в прошлый раз у нас не было вот этого оружия. Тут и думать нечего. Покупай. Где ты еще найдешь? Теперь у нас есть вот это. Ой, теперь у нас нету вот этого. Отличные патроны. Покупай, пока цена не выросла. Может, тогда вместо револьвера взять калаш? Тут и думать нечего. Покупай. Где ты еще найдешь? Тебе револьвер не нужен, так как воздушка бесшумная. Продать может вот эти патроны? Ой, вот эти, револьвер, короче. Может взять лучше калаш, а револьвер продать? А, я один патрон продала. Ладно, сейчас пока пусть так будет. Сейчас оружейное мне нужно. Сталкер пожаловал. Парень, если понадобится помощь, с поверхности там что-то тяжелое принести. Так мы через пару дней будем готовы. И возьмем недорого. Да он мне говорит. Прощай. Зажигательные гранаты! Не дай врагу замерзнуть! Ашот отличный Так, а пистолет пока против нету-то снайпера. этого. Мощный и надежный. Ашот, конечно, однозарядный, но картечь и один выстрел мало кому понравится. Да, тут Два нету, ствола — оказывается, это калаша. сила. Но тут можно еще пару добавить. Блин. Тогда вообще ураган получается. Ладно, я сейчас стрельну. Что есть? Патроны! Патроны! Покупка, обмен, продажа! Погоди-ка, повышает кучность боя с таким саундом, блин, уже.
Патроны и все остальное. Лучшие цены. Вот это, наверное, возьму. А, не-не-не. Так. Что у нас тут? А, у нас уже какая-то крутая стоит, да? Это что? Воздушный баллон с капланом двойного производства и островным. Ну, пусть будет. Счастливо тебе, парень. Купите Блин, что тогда? Патроны и все остальное. Лучшие цены. Ладно, я продам, короче, эти патроны. Кстати, надо вот это купить. А вот это я, наверное, продам. Отличные патроны. Покупай, пока цена не выросла. Ну пока. Забегай, всегда рад. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Чё, про чем? Про что? Патроны. Покупка, обмен, продажа. Не проходите мимо. Мясо на шашлык. Свежее, нежирное, пальчики самого обороняющегося. Покупайте оружие. Кожа. Лучшая выделка. Оригинальный покрой. Умеренные цены. Бери, не пожалеешь. Вставляет как надо. Что-то боязно мне. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Запрещено. Боязно ему. Один раз живет. Ну чё, где бордель? Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирают мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все, беру, по рукам. Ха, спасибо, парень. Если бы не ты, я бы этого жмота ни в жизнь не раскрутил. А если сам хочешь купить, подходи к вечеру. Будет новый пакован. Парень, специально для тебя сделаю скидку. Приходи к вечеру. Отопыришься в лучшем виде. Осуждаю такое, блин. Что за это? Патроны и все остальное. Лучшие цены. Пустите меня. Так. Самооборона – дело рук самого обороняющегося. Как же так можно? Целый день стоят. Большой. А что там? Мне уже который раз билетов. Кан-кан. Впервые у нас. О. Книга лежит. Где? Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Ща, погоди. Где книжка? Какая книжка? Кожаные куртки и кепки. Последние безбоды. Еще бы, ведь прямо над ней находился гремевший на весь мир Большой театр. Говорят, из его подвалов можно было спуститься прямо в метро. И поэтому многие из его актеров и других сотрудников в судный день сумели спастись. На станции они основали новый Большой театр, восхищенные рассказы о котором достигают самых дальних уголков метро. А поскольку обитаемый мир заканчивается там, где заканчивается линия метрополитена, можно говорить, что у иного большого всемирная слава. Говорят, он продолжает традиции своего великого предшественника. Говорят, пока Большой дает свои представления, Земля будет продолжать крутиться. Мне всегда хотелось хоть раз попасть на спектакль. Может, теперь у меня есть шанс? Да, конечно, проходите. Что там, да? Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. Хорошо. Я посмотрю.
Я хочу посмотреть. Маэстро Канкан! О. Кто лес, кто по дрова. Ничего себе, у них сиськи трясутся. Что-то вот, которые самые первые, как-то она отстают. Отстает она. Что она как-то это... Да, такого сцена Большого театра еще не видела. Несравненно, несравненно! Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Блять. Але, ап! What? Але, ап! Але, ап! Я кому сказал? Але, ап! Ах ты скотина тупая! Але, ап! Ты куда? А ну назад! Блин. Куда, скотина тупая? Убью! Да, номер определенно удался. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных. Пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти исчадия ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим, ВДНХ! Все? А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Теперь понятно, почему ограничение по возрасту стоит на Твиче. 18+. Спасибо, спасибо, дядя Коля! Струны моей души никогда не будут звучать, как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их.
Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа! Огненная? Что-то опасно как-то. О, жесть. Шторы там сейчас вон. Чувак за этот. Штора сейчас загорится. Он прям на штору, смотри. Которую вот получается слева. Музыка такая, как будто что-то делать надо в этот момент. Какой-то шпионаж. Что сейчас будет делать? Это было поразительно, просто поразительно. Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуете? Ну, а у нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог легато и демон тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! А я могла сесть. Блин. И все это время могла сесть. Я стояла, блин. Ой, Эллен, привет. Чего, электрика дождались? Как говорится, еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки. На сцене дуэт Минчук и Пожарный с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! А где девушки танцующие? Вот специально завлекли вот первой частью это, с девушками. А теперь сидишь, ждешь и ждешь только девушек. Да, это определенно музыкальное открытие столетия.
Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспром-дуэт Минчук и Пожарный. Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Нет, а я только села. Как мы наслаждались Я все это вашим время обществом. стояла. Спасибо, друзья. Приходите к нам еще. Маэстро, сыграйте нам что-нибудь Блин. прочувствованное. на Откуда я знала, прощание. что можно сесть? Ёлки-палки. Господи. Что, Артем, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. О! Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заедет. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе. Свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того, экономный, во. Что у меня с лицом? Зато хозяйственный. Это За таким не пирсинг? пропадешь. Ой, так и выходи за него. А он не зовет, экономит. Дура! Мы просто проверяем чувства. Ага. А пока он тебе пудры с потолка наскреб. А у тебя и такого нет. В баре снимаешься. Зато деньги есть. А тебе и в баре ничего не светит. Ой, девочки, не увлекайтесь. Нам на выход скоро. Я вот с ней вообще никуда не пойду. Пойдешь, пойдешь. Тебя ж больше никуда не возьмут. В цирк только. Да и тот У меня уехал. слишком откровенная. Ах ты сук! А ну быстро прекратили. Вы еще подеритесь тут. А лучше на сцене. Ладно, все. И ничего не ладно. Мне что, Петровне сказать? Я Не, не не надо. Я не отражаюсь в зеркале. Красься. Выход скоро. Я не отражаюсь в зеркале. Нет, я вампир. Нет. Женщина. Что тут делает коляска? Ладно, я пошел. Беженцы опять. Одни беженцы. У-у-у! Что творится? А что творится? Война опять. Небось опять коммуняки с рейхом воевать собрались. Когда им гадам надоест только. Да сколько же можно? Только и знают, что воевать. Нет, чтобы зверье перебить. Они друг на друга патроны тратят. А им дозверять фу. Нас тут всех сожрут, они не почешутся. Вот моего носачи слопали, и что? И ничего. Наплевать всем. А зачем тогда жить вообще? Зачем детей растить? Когда их, если не зверье, так свои же убьют обязательно. Да не нужны Руки никому, на ни стол. мы, ни дети наши. Скорее бы уже кончилось это все. Хоть как. Чисто ради этого остаюсь слушать. Грею свои уши. Вот что я тебе скажу, Артем. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. Ну, А я давай. угощаю. Конечно. Прошу, 2 фирменных, специально для вас из старого запаса. О, Настаиваю это полгода. дело! Давай, Артем, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Давай. Артем. Давай. Вау. Так вот, ну да, Вау. у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Что там светофор А делает? еще по одной. Ну, за равенство. Давайте.
чё этот не встал, Артём? О чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в 2 счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Это самое. Оформите товарища. Тут это не Есть, это. товарищ майор. Слушаюсь. Чё такое? Чё? С возвращением, товарищ майор. Вольно. Чё они сделали? Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе. Вот На же. дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пойду себе чай налью. Тёпленький. Лучше Я почему-то немножко так и думала, что это... Что будет какая-то хрень. Дома холодно, как в холодильнике. Когда отопление дадут на улицу этот? Вчера, кстати, у нас это... Ну, не снег пошел, а такой... как маленький такой град. Ну, наверное, где-то секунд 10, наверное. Прошелся и все, и пропал. Потом я думала, ну все, типа, зима наступила. Вот сейчас снег пойдет. Утром холодно так, капец. Я сегодня до 4 работала. А днем потом стало немножко жарко, потому что солнце вышло. Но все равно было 12 градусов где-то. Завтра тоже с утра работаю до 7, наконец-то.
А тут с этим, блин, 1 сентября нас заставляли до 8 оставаться. Я просто уже не привыкла так поздно домой возвращаться. Домой прихожу где-то в 8:30 почти. Ну, приходила точнее. Капец. Ужас. Хочу вам рассказать, высказаться, точнее. Меня бесит то, что нынешние дети не умеют завязывать шнурки. Я понимаю, там, если ребенку там года 3, 4, 5, ну 6. Ну, блин, когда взрослый детина стоит, на вид ему где-то, ну, класс 4, 5, наверное, уже. И он не умеет завязывать шнурки. Это что вообще такое? Что за дела? И я родителям, ну, даю такие, типа, со шнурками. Они такие: не, нам такое не надо, нам надо с липучкой. Как же он будет там в школе шнурки завязывать? Ну да, конечно. Сейчас он шнурки не умеет завязывать. Потом он на вашу шею сядет и будет так вот до 50 лет сидеть, пока вы там не окочуритесь. А потом как он будет самостоятельно сам жить? Это я, конечно, перегибаю, но просто меня это так бесит, что родители чересчур потакают своим детям и не могут даже элементарным вещам их научить. Научить завязывать шнурки. Просто это же еще пока маленькая проблема. Она же потом будет все нарастать, нарастать. Они же дети, они же... чем меньше, тем проблемы меньше у них. Потом они, чем больше становятся, тем и проблемы больше у них становятся. Сейчас он не умеет завязывать шнурки. Потом он скажет, что я не хочу работать и буду сидеть дома, там ничего не делать. Мой брат только в 9 научился, сколько ему не показывали, в итоге научила продавщица. Не, я учить никого не собираюсь, потому что это не моя ответственность. И не я рожала этого ребенка. Поэтому я с этим ничего поделать не могу, но я хочу вот высказаться по поводу этого. И как вот родителям не стыдно говорить то, что вот ребенок не умеет завязывать шнурки. И он будет вот так все время с этой липучкой ходить до самых старших классов, что ли? Не знаю, как сейчас с буллингом в школе, но вот за такое могут забулить реально. Терпение лопнуло. Не, я не буду учить завязывать, нафиг мне это надо. Ну, если не умеете, так, ну ладно, чё уж. Я ничего с этим поделать не смогу. Это уже ваш ребенок, вы делаете с ним что хотите, но у меня просто вот такая вот на это все реакция не очень положительная, так сказать. Такой огромный детина, блин. И таких детей очень много, не только мальчики, но и девочки. Ужас просто. И там тоже ладно, там маленький ребенок не может сам себе надеть обувь. А взрослые дети приходят и себе тоже не могут надеть. Не могут застегнуть, блин, элементарно. Не могут вот эту липучку сами. Все родители делают. Все родители вот эту вот ножку ему так, как Золушки, блин, вставляют. А если заплатят... Ну, если там будет какая-то очень большая сумма, то возможно. А так, я не хочу с этим париться. Ой. Вот, все, высказалась. Я отходил, что было. Да это, блин, я насчет того, что я же работаю в магазине обуви, я же Гена Букин. Вот, и накануне вот было 1 сентября. Нас намахали. А, вы про это, типа? Ну да, Артема
Паша предал. Он его напоил, короче, а там что-то в этом было подмешано, да? В водке. Какая-то хрень была подмешана. Сейчас, минуточку. У меня губы сохнут. Короче, и вот на работе там вот был же канун 1 сентября, вот это все там родители там искали обувь там своим детям, короче. И вот, и что я вот хотела сказать, ну я уже сказала, и я повторяю просто тебе. То, что дети маленькие, там, ладно, там года 3-4, там, не знаю, до 6 лет хотя бы там, ладно, они не умеют завязывать шнурки, но дети, которые чуть старше уже, как они не могут, вот я вот это вот просто не понимаю, как они не могут завязывать шнурки, почему родители их этому не научили, блин. Мой самый бесячий. Блин, сегодня был такой бесячий этот мужик. Женщина ничего такого, а вот ее муж это вообще пипец просто. Он такой говорит: что, у вас никакой больше обуви нету, да? Сейчас, подождите, я там в подсобке просто спрятала специально для вас. Прям так и хотелось сказать, конечно. У нас вообще-то есть тайная комната, там мы всегда прячем самое эксклюзивное и самое красивое. А здесь у нас так просто, как выставка. Еще переспрашивают иногда, типа, а точно есть, а точно нет этого размера? Ой, нет, он есть, я просто вас наврала вам просто. Вообще не завидую тем, кто в сфере продаж работает. Ну, чё ж, зато, ну, без продавцов все равно никак. Это если когда какая-нибудь там нейросеть появится или роботы, тогда уже все уже. А так, сейчас пока без продавцов никак. Так что это, в принципе... Ну а так, да, особенно те, кто на продуктах работает, это вообще жесть. Я, кстати, на продуктах не работала. Я в основном в одежде, вот. В одежде там. Ну вот, в зоомагазине работала. Что-то такое. В обуви сейчас вот работаю. А когда спрашиваешь, у вас какой... Мой. Бывают мужики, которые чисто перед девушками своими выебываются. А у тебя такие бывали на работе? Ну, в зоомагазине. Я еще, кстати, думала, когда вот зоомагазин устраивалась, я думала, типа, ой, сейчас зоомагазин устроюсь, там же ничего такого, там же будут животным покупать, там же не будет прям такого мозгоебства, как вот тут в других там, например, там в одежде или еще где-то. Нет, блин. Все практически то же самое. Люди везде разные. И везде у всех у всех свои, короче, тараканы в голове. Нигде не бывает нормально что-то, где-то хорошо. Всегда везде, во всех вот этих магазинах, где ты устраиваешься, всегда есть какая-то жопа. Там все норм в целом. Я устал больше от коллектива. Ты устал от О? Или О уже не работает? Большинство не знает, что животным нужно. Но это еще ладно, что не знают то, что нужно. Просто есть, которые это... Ну, высокомерно себя ведут. Вот. Я про таких имею в виду. Я не про тех, кто там что-то не знает. Там это ладно. Подсказать, потому что можно. А те, которые это там, выебываются или еще что-то. Этих я знаю. Он описывает А и пишет ему, какая я мразь. Он описывает А и пишет ему, какая я мразь. Она до сих пор работает, что ли? Я думала, она уже все уволилась.
Ну, я поняла, что за А. О, А. О, А. А. Пам, балам, бэм, бэм. Пока просто у меня вот эта вот сфера моя любимая вот эта сфера деятельности геймерства пока что не так уж прям развита, поэтому приходится работать вот на обычной пока что работе, потому что надо выплачивать кредит, надо выплачивать долги, надо на что-то кушать, на что-то одеваться, ребенка кормить волосатого. А уехал на время, и мне надо было принимать товар. Чё он все время куда-то уезжает? А он, кстати, когда в Москву-то собирается сваливать? Он же вроде как-то собирался. Он же меня еще хотел, кстати, это поставить. Типа, как замом, что ли? Замом себя. Он у меня как-то так невзначай спросил, типа, Лена, что ты планируешь делать в будущем? Я такая, ну, не знаю, я пока что, типа, плыву по течению. Будь что будет. Он такой, ну вот, там надо будет это потом, может, в будущем меня заменить. Ой, не заменить, а, ну, типа, помогать мне. Он говорил то, что уедет в Москву, типа, с семьей, и надо, чтобы тут кто-то остался, чтобы вот контролировал. Но он тоже будет контролировать, но я как бы, типа, буду тоже это. Вот. И там надо было, типа, товар принимать, там вот это все, короче, все, что он делает, надо было вот это все выучить, короче, потом. Так ведь подумала, что, типа, меня повысили и стала писать начальнику, типа, какого хрена он принимает. Вот он меня тоже хочет замом. Сегодня мне сказал, аж страшно. А я в армию уже возить, как кто будет. В армию заберут. Тебя в армию заберут? Ну вот, походу, пока он не найдет кого-нибудь такого прям ответственного, он, наверное, не уедет, мне кажется. Потому что это надо прям такого человека оставить после себя, чтобы прям вот... Он хочет просто уже на пассивном доходе сидеть, походу. Чтобы вот просто деньги приходили и все. А там вот люди вот этим всем занимались. Но вообще-то, когда ты оставляешь свое вот это, ну... Там же не один человек остается, там же несколько должно быть, по идее. Типа директор, там, потом управляющие, вот эти всякие там. Ну, это прям как это, если там компания какая-то большая. Все официально. А у него уже ничего не официально. Что он хочет? Конечно, нанимает, блин, там каких-то студентов, еще кого-то там. Да, в октябре электронные повестки. О, капец. Жесть. А ты в курсе, да, что... Хотя ладно, не буду тут это говорить. Ну, короче, это нифига не армия. Сам знаешь, что это. Чего? Твои другая знакомая из этого коллектива заболела и не выходит уже 2 недели. Какая? Лера, что ли? Мы же, кстати, вообще с ней не виделись. Меня с ней Айта познакомила. И то познакомила по переписке. И мы общаемся чисто вот так вот в Телеграме, там в группе. Эл ушла? Эл. А, да? А она что-то не говорила. Она же там что-то на права пытается сдать. Капец. Вот это да.
А что за другая знакомая? Студент теперь. Я там никого больше не знаю. Кто еще за знакомые? Я не знаю, это вы там сами разбираетесь между собой. У вас же там своя группа есть тоже. Так, чё за знакомый, я не поняла, который 2 недели не выходит? Это кто? Я там никого больше не знаю. А, которая Анжелика, что ли, или как там ее? Я ее тоже не знаю. Она вообще после меня пришла. Никифор? Не, я вообще с ней не это, никак. Это все Айта же там что-то пыталась нас как-то это познакомить. Она в нашей группе сидела там, но она все время молчала. Потом как-то Айта там с Лерой и вот с Анжеликой, там вот с этим, с Муратом они там встретились, там потом какая-то ссора. Что вот она в группе типа там про нее написала, что у нее волосы грязные. Хотя она написала как будто грязные волосы, а не типа там грязные волосы у нее. И она, короче, всю эту переписку нашу прошлую прочитала, когда ее еще не было, но сообщения сохранились. И она это увидела и предъявила потом Айде, типа, что за хрень? Она терпела сколько-то месяцев, 3, наверное, или сколько, и потом решила высказаться. Айде это так стало неприятно, она не могла типа сразу сказать, да? Нет, она терпела несколько месяцев, все в себе вот это копила, вроде как общалась нормально, все там это, и тут на тебе вот в день, когда вот они там смеялись, там веселились, там, ну вот это вот тусовочка у них такая была. И она решила в этот день все высказать, и потом у Айты настроение испортилось. У Леры там тоже что-то настроение. Короче, они там все что-то перессорились. Айта мне потом написала, типа там это то, что вот так и так, Анжелика вот такая вот. И все. И она сказала, удали ее из группы. Я говорю, как я ее удалю просто так вот? И потом мы, короче, решили сделать подставную сцену, что якобы мы из-за Симса давайте посрёмся, и я это типа всех удалю из группы. Ой, блин, такой бред. Но она реально, она ничего не писала. Она вроде что-то там писала про что-то, но а так в основном вообще никакого участия в беседах никогда не принимала. Что-то как-то слишком какая-то такая отстраненная была, что ли. Хотя вроде мы там, ну, старались с ней как-то общаться. Ну ладно, что, может, человек такой какой-то не слишком шибко общительный. Она заболела, а я хотела отпуск взять к своему день рождения, и теперь вообще работаю каждый день. И я вообще про это не знала. Ой, я не помню. Ну, они куда-то там ходили, да. Вроде все нормально было. Айда говорит, так весело было, а потом Анжелика решила высказаться, и настроение, говорит, испортилось. У Леры тоже там что-то какое-то настроение стало поганое, и они там все рассорились, короче. Не знаю, короче, какая-то Санта-Барбара. Ну и хорошо, что там тебя не было, значит. Потому что, как видишь, не очень хорошо там у них все это закончилось. Она потом говорила мне, удали ее из группы, она меня бесит. Зачем, типа, мы вообще ее в группу добавили, она вообще ничего не пишет, типа там. Ну ладно, все, давайте продолжать. Что-то мы так отвлеклись. Я прям тут высказалась, разговорилась. Все это. От игры что-то мы так далеко отошли. Все, нас предал Паша.
Что-то мы сейчас будем делать. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Ах ты, сукин сын. А. Ой, это не я иду, кстати. Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. А я так старалась сохранить ему жизнь. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. В чем сила, брат? Дымит собой еще. Гнида. Блин, этот красный цвет. О, Господи. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Плюнуть хочется в эти рожи. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Опять эта Известные тусовка вам сердца. мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. Вы сейчас не будете мне За пальцы это отрубать? Обещаю вам жизнь. У меня вьетнамские флешбеки от Outlast. Ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к Господи, тебе. блин. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Какие усики. Как вы верно отмечали, Лене давно Прям как у... похоже на усы одного работе с людьми. очень знаменитого художника. Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Молчай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сученыш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты? Стоять, я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит Чё это? наука. А
Одна инъекция, и вы все скажете. Сыворотка, правда, что ли? О, боже мой. Не боятся же детишки, а? Тут не надо ничего нажимать. А. What? Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Ничего себе. А чё это получается? Пошли они все в задницу. То, что вот эти, которые зараженные, это не вот эти инопланетяне виноваты? Это не они превратили их так? Что ли? Что ли? И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Тут... Ай, блин, тешиться так не могу. Зараженные. Ну да, вот это вот что? Кто тогда вот это заразил? Не инопланетяне. Я думала, это и вот эти инопланетяне. А чё вот, который вот Артём вот этих уничтожил? Они чё, все умерли, что ли? Там же вроде какой-то малыш остался, да? Который в начале был игры. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Блин, я не посмотрела, сзади там что-то было, наверное. Ну, удачи. Капец. Наконец-то. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава. А информацию упустил. Проклятые беженцы. И Полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежно? Знаешь, и я, и Политбюро сомневаемся. Сомнение — признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да. Я почему-то думала, что Артём был в нормальном мире, а потом, когда типа все это случилось, он там уже немножко повзрослел, а он, оказывается, рос, да, вот в этом во всем. Но он, может, был, наверное, в том, да, мире, но там, наверное, чуть-чуть совсем побывал. Он же там что-то рассказывал. Эксперимент. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Его маму крысы съели. Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом, и после его безвременной кончины генсек вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты
Не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом... Я вроде помню, что темные были экспериментом на ХЗ, а Артем, да, успел немного пожить в нормальном мире. Катакомбы. Зайти в спину. Лучше, да, их, наверное, темные называть. Это что-то как-то осуждающе звучит. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас... А как они там не видят, блин, рожу там торчит в этом, в этом вентиляционной шахте, там сидит там, смотрит. Сложно ответственная задача. Вы Еще знаете же ровно этот лампа столько, светит еще. сколько должны знать. По-любому Вы тут должны светло, помнить наверное. две вещи. Жестко светло. Первое. От вашего успеха зависит победа. Или он там вот так вот и сидит, смотрит. Операция засекречена. Так, В в плен уголок вы так. сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Блин, это паутина или Товарищ что генерал, это такое? вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Линии! Линии. А чё мне не дали этот? Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Ясно. Блин, что-то нос так этот болит. Я не могу. Я, наверное, буду заканчивать. Прям так дискомфортно. Упаль. Все. У нас это все есть. В принципе. Я взяла, что ли? Ничего себе здесь. Блин, сколько патронов, Артём. Чё не берешь? О, Господи. Так, это какая-то пушка вонючая. Мне бы калаш. Конечно же. Прикольно. Чё, сердечко стукает. Чё это? Блин, почему только 75? А тут, кстати, можно же, да, увеличивать магазин? Вот в этой уже части можно, наверное. Ну ладно, наверное, все. Я не могу. Как у меня просто чешется нос. Нос. Простите, ребята. Что такое?
Чуть новую главу не... новую игру не нажала. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо за стрим. Но у меня чешется нос невозможно. Просто надо идти лечиться. У меня вот здесь, короче, что-то какая-то аллергия, то ли что, непонятно. Тут вообще капец просто чешется. Я просто хочу сидеть и вот так вот. Ой, сейчас же, короче, вот покупает еще зимнюю обувь. Сегодня вообще капец. Утром никого не было, и потом где-то к часам 12 как наплыли, как сумасшедшие. Как будто все резко потеряли свою обувь. Я боюсь, что завтра будет. Я надеюсь, будет спокойно, потому что будет понедельник, все-таки будний день. Все будут учиться, работать. Во вторник, я надеюсь, тоже будет нормально. Так что в понедельник, вторник я работаю, и в среду вот я буду, в среду, четверг отдыхать. Поэтому вот в эти дни, короче, где-то так встретимся. Надо еще видео снять. Мне еще просто из-за этой вот штуки, вот то, что чешется, вообще дискомфортно так. Я сегодня из-за нее проснулась рано, где-то в 7 утра, что ли. И все, и потом не могла уснуть. Каждый год покупала что-то на зиму, пока не раскошелилась на кроссы с утеплителем за 2,5К. Третий год уже буду ходить. А я вот купила себе сапожки в прошлом году. Или не в прошлом году, не помню. Вроде в прошлом году я в них ходила. А нет, я купила их в 21-м зимой вот за 5 тысяч. И И что-то они мне разонравились уже. Но у них кожа натуральная, мех типа натуральный, все такое. Ну, они, конечно, там на шнуровке, но с замком. Ну, что-то они как-то уже мне не нравятся. Я хочу себе другие уже. У вас какие фирмы, обувь? Не хочу говорить. Пусть это останется немножко тайной. Но эта фирма, да, тоже российская. Это там не какой-то, не какая-нибудь там Кари или еще что-то, нет. Тофа? Не. У меня сшитых из-за где, но офигеть качественные. Они даже воду не пропускают. А ты где купила? Вот я сижу, чешусь, а этого делать нельзя. Я там в каталоге такие прикольные себе нашла. Зеленого цвета, как моя куртка вот зимняя. Хочу дождаться, когда они придут, и потом купить их. Конечно, тут еще, в принципе, где вот я сейчас живу, тут еще, в принципе, как-то теплее, чем в Якутске. В Якутске в таких, наверное, там уже не походишь. Но, кстати, вот я, которых ходила вот в зимних тех своих старых, я, короче, купила стельку, такую теплую. И вообще нормально было. Вот с теплой стелькой прям вообще класс. А эта стелька стоила рублей 50, наверное, на рынке. Она типа там такая, как это называется? Ой, я не помню. Короче, когда вот машины же вот эти покрывают, там называется теплый гараж, вот это вот стелька из этого. Что-то подобие такого. Чтобы теплота держалась, наверное.
И вообще нормально было. Я такая подумала, зачем унты, если можно сделать намного дешевле вот так. Ну да, унты это красиво, конечно, но то, что там вот подошва, она очень такая это. Если там мокро будет, то будет не очень, конечно. Ухаживать надо, в общем. Ну и дорого еще. Блин, 30 тысяч, это, конечно, целая зарплата. Hello. Hi. Что-то этот Last Light вообще как-то плохо, да, смотрит? Потому что предыдущий 2033, который вот хорошо смотрели. Прям так нормально. А это что-то вообще как-то печально. Ну ладно, все равно пройду. Мне главное, чтобы мне нравилось. Мне нравится метро. Вот. Насчет сталкера я вот не знаю. Сегодня, кстати, про сталкер спрашивали. Ну, не знаю. Надо еще метро допройти, еще потом третью часть пройти. Там уже посмотрим, что будет. Как будет. Хогвартс, кстати, так и не прошли, но там вообще дохренище еще надо, наверное, проходить. Ну, что-то Хогвартс вообще меня не цепляет, вообще никак. Не знаю. ФНАФ что-то это... Я не посмотрела этот гайд. Потом посмотрю. И надо будет допройти этот ФНАФ. Попробовать еще раз. У меня же еще, вот помните, я стримила колду. Призраки, которые... А что это мы не продолжаем-то, кстати? Что-то совсем подзабили. Я вспомнила, когда мы только вошли в эту игру, там вообще какая-то дичь. Все время тут какие-то спокойные стримы, а тут прямо это перестрелка за перестрелкой. Еще и Final Fantasy же я хотела тоже пройти. Что-то подзабила. Devil May Cry тоже хотела пройти, подзабила. Что-то печально как-то все. А мне нравится смотреть тебя. А мне нравится читать тебя. Сталкер был бы имбой, но я не знаю, что посоветовать. Тени Чернобыля — это лор в первую очередь и атмосфера. А Зов Припяти легче в освоении и сам по себе. Просто мне кажется, что он, наверное, будет слишком сложным для меня. Я просто думала, что метро будет слишком сложным, но, как оказалось, не так сложно. Просто вы меня напугали так. Типа, там на поверхности будет сложно, береги патроны, береги то сё. И вот поберегла там эти, которые как деньги, патроны. Накопилось 1000. Потом в итоге все это не понадобилось. И аптечек было дофигища. Просто еще, может, я то, что сложность выбрала, ну, такую нормальную. Не хардкор. Может, если бы и хардкор, то, наверное, была бы жопа. Но я хардкор не хочу. Поэтому я сомневаюсь что-то насчет сталкера. Мне еще говорили, в этот поиграй в Skyrim. Ну, не знаю. Skyrim, сталкер. Старенькие игры, конечно. Да блин.
Ну, пока вот будем в метро играть потихонечку, помаленечку. Там уже там уже посмотрим, что как, какие игры можно будет. Мертвый космос. Но только если ремейк, потому что ты же помнишь, ты, наверное, был, да, на том стриме, когда все дергалось. Я не знаю, с чем это связано. Ну, можно было бы прогуглить, почему дергается, типа, на стриме. Может, это еще какая-то защита от пиратства или что? Типа, покупи игру, и тогда нормально будет. Я вообще хочу Outlast. Купите мне Outlast. Позязя. Оригинал дергался? Да я вот не знаю, в том-то и дело. У меня-то не оригинал был. Купите мне Outlast. Давайте в Outlast поиграем. Разбавим, так сказать. Кстати, там же скидка была, а она опять пропала. Уже опять опоздала я на эту скидку вонючую. Ну да, опять 1100 рублей стоит, блин. Ужас. Скидка. Подарите мне Outlast. Пожалуйста. Что-то сегодня мемов не было, кстати. Меми-пати. Эх. Дети уже учатся. Хотя еще пока что рано. Суббота-воскресенье только было. Сегодня же, кстати, Я календарь. 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 Я бы с удовольствием, но кто бы мне подарил тоже что-то на 1000. Я не знаю. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде и в любви. Блин, ремейка еще пока нету Dead Space. Но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят, обещания, день, когда я совсем один. Я календарь, 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 я календарь. Прикиньте, это длится 10 часов. Вот это. 10 часов такое слушать. Ладно, все, не буду вас мучить.
Не, для меня вот что сентябрь. Сейчас, наверное, за права там всякие авторские забанят. И YouTube такой бан. Авторские права. Стигмата. Он просто тихо закроет глаза и растворится в безоблачном мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не сможет ему отказать. Под сердцем верно хранить свинца немую печаль. Сентябрь горит, убийца плачет, но он не смог поступить иначе. Прольется Простите за кринж. Для меня вот сентябрь, вот только все. Позор. Если кто досмотрел до этого конца, то молодец. убийца плачет, но он не смог поступить иначе. Прольется кровь, а листья расскажут, как он Ну давайте я еще раз тогда попробую этот скачать Dead Space и попробуем это еще раз постримить. Да? Давайте. убийца плачет, но не смог поступить иначе. Прольется кровь, а листья расскажут, как он умрет. Как он умрет. Все, вечеринка окончена. Короче, качаю Dead Space. И потом посмотрим, как получится, не получится поиграть. Ой. Или можно сейчас, пока качается, посмотреть, как, чё, кого. Но она, наверное, долго будет качаться. Или недолго. Хотя вроде что-то набирает обороты. Что-то написано 2 часа. В смысле 2 часа? Так, ну-ка давай ко мне. Тут не это самое. Всего лишь 2 гигабайта весит игра. Какие 2 часа, блин. Что-то я так это стала быстро заканчивать, да, стрим? Раньше же быстро, ой, раньше же подолгу мы сидели. Я помню, один раз у меня вообще был стрим 10 часов. Я еще помню, там сидел
потом только в Инелион, и он заскринил этот момент. Стрим, который длился 10 часов. Ну, раньше ты и не работала. Ну да, в принципе, я же не работала. Поэтому да, поэтому мы стримили. Я бы могла бы сейчас еще дольше бы сидеть, наверное. Просто у меня еще сейчас вот это вот то, что чешется нос, вот это вот все, блин, дискомфортно так. Поэтому я не могу играть. Просто, в принципе, посидеть могу, а вот играть что-то нет. Можем еще какую-нибудь песенку послушать. Какую вы музыку слушаете? Давайте послушаем. Пускай снимают мне... Ой, снимают. Пускай ставят мне авторские права. У меня все равно ничего такого нет. Главное, чтобы не влетело ничего. Типа бана там или еще что-нибудь. Ща. Я сейчас, кстати, в последнее время стала смотреть про True Crime. Короче, канал какой-то новый появился. Он называется «Не слабо нервный». И там мне что нравится в этом канале, там не просто типа рассказывается там вот эта вся ситуация, как там убили, кто убийца, а прям показывают допрос убийцы. И это прям так интересно. Посмотрите как-нибудь. Вот канал называется «Не слабо нервный». Он так быстро растет. У него уже 84 тысячи подписчиков. У него, вот, когда я подписалась, было 40, что ли, или 50, уже не помню. Ну, короче, канал быстро развился. 40 тысяч, имею в виду. И не просто 40. Так. Я надеюсь, вот это... Надо, наверное, категорию поменять. Общение. Чего, нос чешется? Аллергия или что, я понять не могу. Херня какая-то, короче. Это девушка? Томбой, да? Ничего себе. Сейчас как мне вставят за авторские права. По самое не хочу. Вот этот момент пересматривать чаще всего. Интересно. Интересно, почему? Можно я перемотаю, да? Вот тут. Тут какой-то момент, который пересматривают чаще всего. Yeah.
Когда Children, на следующей неделе, когда вот у меня выходные будут, постараюсь снять, если у меня не будет вот этой херни, блин, с носом. У меня не то чтобы нос, у меня вот здесь вот чешется, вот здесь. Какая-то аллергия, блин. Хрень какая-то, короче. В этом моменте просто показывают кадры с ее другими образами, в основном в клипах. Вот оно что. Что еще, какую музыку хотите, заказывайте, чтоб меня забанили. Я не знаю, что можно еще послушать. Я сейчас вообще только картошка сегодня тоже. Я стала в последнее время только одну и ту же песню слушать. Одну и ту же группу. А нет, 3 группы. И во всех вот этих 3 группах одни и те же песни только слушаю. Все. Больше я вообще ничего не слушаю. Когда вот иду на работу или с работы домой. Что у меня какой-то такой неразнообразный плейлист, конечно. Скиньтесь мне на покушать. На душек. Скиньтесь на душек. Давно не было такого стрима, где просто сидим, болтаем. Ой! Я что, уведомление отправила? Ой, я нечаянно. Так, ну-ка, что такое? Сейчас послушаем. Один месяц назад. Что происходит? Это типа группа, это их солистка, да? Это прям как почти как Evanescence. Еще больше похоже на этот, где там это, блин, как эта группа называлась? Там девушка тоже блондинка была, модель, она еще
Она еще маленькая снималась в этом Гринч похититель Рождества. Как ее звали, я забыла. Что-то там Симпсонс или что. Ну, если честно, это... Если бы мне было бы, наверное, лет 15-16, мне бы это очень сильно понравилось. Просто я вот это всего уже так много пересмотрела, переслушала, что уже это не удивляет. Блин, как же называлась эта группа? Там блондинка тоже была, эта солистка. Сейчас найду, короче. Еще Гринч, главное. А, Тейлор Момсон, господи, блин, Симпсонс. I was a pretty reckless. Это прямо этот классика. И тут есть классная песня сейчас. Наверное, меня за эту песню, наверное, по башке дадут. Ну и ладно, да? Сейчас. Вот это вот классная песня. Вай, куда я нажимал? Куда я там жмал? О, запуск. Ой, загрузилось. Игра загрузилась. Так, попробуем сейчас установить. Угу. Пошла. Пошла, поехала. Что, дальше какая песня? Я, кстати, прикольный мультик сегодня только посмотрела. Хотите посмотреть? Сейчас покажу. Ой. 5 минут идет. Хорошо. На Ютубе надо было закончить уже. Rick, I'm so happy we hit it off tonight. I really, really like you. Yeah, this just feels really real. You know? Promise you're not gonna murder me or anything, right? Yes. Or, I mean, no. I definitely haven't killed anyone. And if I had, it was an accident. You've got a dangerous sense of humor. Oh, scary. Well, oh. I got an eyelash in my eye. Sorry, let me just. Can I take a look? All I see are two pretty eyes and one beautiful soul. Oh. Sorry. Let me just check this in my mirror. In my mirror. Just hold that thought. Рыбка сдохла. Oh, great job. Okay. Easy does it. Ow. What does...
Oh God. Not this again. Okay. Эх. Hey, everything's fine. Just grabbing some tape. I'll only be a minute. Do you need any help? Nah, I'm good. Just stay put. A minute. All right. Everything is going so well. We had a nice dinner, spoke to my police, and now all you have to do is just stay calm. Вот это вообще жесть. Нереально вообще. Get out of my face! Ну, мультик прикольно, мне нравится. Там еще много так отсылок есть. Three, two, one. Oh my Oh, Rick, I thought I was gonna lose you. I'm so sorry about tonight. But you know, it's all taken care of. And now we can be together. Just you and me. Every day. Ой. Сейчас так целовать будет неприятно. Ладно, все. Там установилось, походу. Сейчас попробуем, посмотрим. Что такое? Что такое? Что такое? Все нормально. Вроде бы все нормально. Ой. Наверное, на Ютубе заканчивать буду. Кто досмотрел, тот молодец.